Иссык-Куль – озеро, окутанное тайнами и легендами. Ученые продолжают исследовать его и сегодня. Российские археологи вместе с кыргызскими коллегами возродили советскую подводную экспедицию, которая проводилась здесь в 1980-е годы. Теперь, вооруженные современным оборудованием, они проводят уже 3-й сезон подводных работ. Впервые в истории исследований на Иссык-Куле используются подводные роботы. Дело в том, что, как, наверное, все понимают, под водой сигнал GPS не проходит, и поэтому удалось очень сложно ориентироваться. И наши коллеги из Москвы, инженеры, придумали технологию, которая позволяет получать сигнал GPS из космоса, передавать его под воду сонаром, и относительно этих сонаров ходит робот, и мы проводим такую роботизированную разведку под водой. Вообще Иссык-Куль является такой идеальной базой для отработки технологий подводной археологии. В этом году экспедиция работала в районе Тору-Айгыр. По словам специалистов, это один из самых технически сложных участков озера. Однако именно сюда течение нередко приносит уникальные находки – фрагменты артефактов, хранящие следы жизни затопленного древнего города. Если говорить о находках этого сезона, самых выразительных, самых интересных, то я бы отметил, наверное, 2. Нам наконец-то удалось локализовать и определить могильник, который оставил то население, которое жило на территории этого затопленного города. Это очень важный момент, потому что информация, которую мы сможем с помощью антропологов получить с костей этих людей, это даст нам информацию о ДНК, о системах питания, о системе заболеваний. И второе, можно отметить, например, находку очень интересной архитектурной детали от какой-то значимой постройки из обожженного кирпича. Как вы, наверное, помните, в Средневековье основное средство производилось из сырцового кирпича. Из обожженного кирпича строились только социально значимые объекты. Это медресе, мечети, дворцы, усадьбы богатых людей. Мы нашли еще и декоративные элементы. То есть это здание, которое было снаружи украшено очень обильно. После завершения всех исследований антропологические находки будут перезахоронены с соблюдением научной и этической практики, а образцы кирпичного декора, прошедшие лабораторную обработку, планируется передать в Музей кочевых культур.